Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Якутия в эти дни стала 6-м по счету регионом, где проводятся курсы повышения квалификации на основы цифровой трансформации и цифровой экономики, технологий и компетенций, которые проводит Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Подробнее об этой программе мы поговорим сегодня с гостем студии. Это академический директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы, генеральный директор Центра перспективных управленческих решений Шклерук Мария. Мария Сергеевна, здравствуйте. Добрый день. Но, как мы знаем, только в этом году Академия народного хозяйства проводит обучение свыше 13 тысяч государственных и муниципальных служащих по всей стране. Чем обусловлено и в чем вы видите главные цели данного обучения? На самом деле, мне кажется, что вот в этот раз, запуская программу «Цифровую экономику», наше правительство приняло достаточно, как сказать, очень мудрое решение про то, что прежде чем внедрять многие новые технологии, нужно позаботиться о том, чтобы государственные служащие, муниципальные служащие в этот раз понимали, о чем идет речь, что надо делать. То есть начать с того, чтобы поднять профессиональные компетенции в новой сфере тех, кому предстоит с этим работать, заниматься регуляторикой, заниматься установлением правил. И поэтому в этом году, в следующих несколько лет тоже, в этот раз сделан большой акцент на обучение государственных и муниципальных служащих где-то более продвинутым вещам, то, что мы проводим в Москве для примерно 1000 человек, в следующем году 2000. Это учатся министры региональные, замминистры региональные и федеральные чиновники. И вот этот большой охват, который мы делаем сейчас по всей стране, это задача всех, хоть кто как-то соприкасается, примерно 200-300 человек из региона на первом этапе, дать общее представление о том, что такое цифровая экономика. Это далеко не все понимают, и это нормально, к сожалению, на данный момент. Что такое цифровая трансформация, какая повестка есть сейчас у федерального центра и, собственно говоря, что это означает для государственной службы. Ну вот в ряде регионов обучение уже закончилось. Какие цели и задачи вы ставили перед теми, кто обучался, и что вы от них ждете? Ну, самое первое, что мы ждем, вот когда к нам приходят государственные служащие, и мы вот видим это просто на каждом потоке, что примерно все говорят, знаете, были уже модернизация, инновации, переживем и вашу цифровую трансформацию. Ну, то есть, что из разряда ничего не поменяется, это опять общие слова, жить будем как жили. Вот. Через 3 дня они выходят с горящими глазами, ну, та часть, которая дошла до конца, не все доходят, и говорят, ну, надо же, похоже, в этот раз надо делать, похоже, в этот раз это серьезно, и главное, что мы даем инструменты, как делать. Вот. Потому что у нас часто бывает, ставят задачу, а сами выкручиваетесь как хотите. Ну, то есть не дают никаких ни знаний, ни умений, вот вам задача, вы ее как-нибудь выполняете. Если делать как всегда, получится как всегда. Это вот закон. Поэтому сейчас, когда мы пытаемся создать что-то новое, нужно научить чиновников в первую очередь работать по-новому. И что значит по-новому, если можно, я сразу несколько слов скажу. Конечно. То есть первый завет цифровой экономики – это клиентоориентированность. Это значит, что госслужащие, муниципальные служащие начинают ощущать, что граждане для них это как клиенты. Они заказчики вообще-то работы государственной службы, они платят налоги, они должны получать сервисы. И самый первый один из инструментов, который мы даем, так называемый дизайн мышления, это способ спросить у людей, а что они на самом деле хотят. И это очень важно, потому что как только мы начинаем давать эти инструменты, и люди начинают брать интервью как бы по сервисам, по здравоохранению, у своих же даже родственников, они сталкиваются внезапно с тем ответом, ну надо же, а мы не знали, что они так думают. Вот это очень важно. То есть они начинают учиться слушать граждан, спрашивать вообще у граждан по специальным, в том числе, налаживать обратную связь. Да, именно обратную связь даже по поводу того, что еще не произошло. Второе, они учатся понимать, что такое данные. Данные – это основа цифровой экономики, но очень часто, вот у вас есть листочек, очень часто у нас и в госсекторе считается, вот и есть документ. Вот бумажные документы – это те самые данные, которые нам нужны. Но это неправда. Они должны быть в электронном виде, ими легко должно быть обмениваться между госорганами. И в конце концов в цифровой экономике, когда она будет развиваться, что затронет граждан? 2 основные вещи. Первое – государство должно стать практически незаметным, и все должно быть в смартфоне, очень удобно, очень быстро получать все необходимые услуги.
в такой ситуации, когда не нужно больше держать справки, собирать справки, вообще куда-то ходить, что все это, в принципе, вот у вас есть там паспорт, электронный паспорт и смартфон, и этого вполне достаточно, чтобы вас в любом государственном органе могли идентифицировать, и если уж вы до туда дошли, или прямо с экрана смартфона через там, Touch ID или через Face ID прошли регистрацию, получили все необходимые там, не знаю, информацию, пособие сразу приходит на счет. Вот это одно из направлений. А другое, да, то, что... Я вот сразу хочу отметить, в этом случае, вот вы говорите, что оцифровывать практически все данные, базы данных, в том числе и персональные данные. Как здесь быть с кибербезопасностью? На данный момент в программе «Цифровая экономика» предусмотрен один из 6 разделов программы с достаточно большим инвестированием, это информационная безопасность. Естественно, информационную безопасность нужно повышать, нужно защищать данные, но дело в том, что мы должны как-то привыкнуть к ситуации, что, в принципе, наши все данные, если у вас есть соцсеть, то соцсеть знает про вас гораздо больше, чем государство. Вы уже отдали свои данные. Это уже происходит. К сожалению, когда мы пользуемся, или к счастью, я пока не могу однозначно сказать про это, но когда мы загружаем любое приложение в смартфоне, мы ставим галочки, что мы на все согласны. Потому что если мы не согласны, мы не получим эту услугу. И тем самым мы, в принципе, отдаем огромное количество наших данных. И в этой ситуации мы отдаем даже более чувствительные данные, чем от нас хочет государство. Потому что государство, там будет знать сведения о доходах, которые оно и так знает, сведения о месте положения и так знает или, в принципе, должно знать. Наоборот, возможно, цифровые технологии позволят уйти от института прописки и просто регистрироваться, фактически по месту пребывания без каких-то дополнительных, соответственно, бумаг или условий. Но то, что мы отдаем корпорациям, условно говоря, мы отдаем наши контакты, нашу переписку, с кем мы общаемся, какие материалы нам нравятся, что мы отмечаем лайками, какое видео мы смотрим. Это гораздо более чувствительная информация, чем данные о нашем месте нахождения или наших доходах. Поэтому мне кажется, что государство, во-первых, должно, естественно, вкладываться и обеспечить защиту данных, но набор тех данных, которые собирает государство, он для нас в итоге может оказаться менее критичным, чем те, которые мы и так отдаем. Термин «цифровая экономика», который появился не так давно, к сожалению, еще не многим понятен, что это такое. Можно ли сказать, что у нас в стране уже цифровая экономика и какие у нас вообще прогнозы в этом направлении? Можно сказать про это в разных вариантах. Насколько я знаю, мне сказали, что у вас в Якутии 85% проникновения смартфонов. Это значит, что 85% населения республики имеет смартфоны. Если имеет смартфоны и с этого смартфона хоть раз совершала какую-то покупку или, просматривала рекламу в соцсетях, то можно говорить, что эти люди уже в цифровой экономике. Но они в этой цифровой экономике, и большая часть вообще России в цифровой экономике, как объекты, как клиенты, но не как те, кто извлекает прибыль из того, что находится в цифровой экономике. И в этом втором плане, то есть мы как рынок для цифровой экономики мы существуем, а как те, кто получает из этого большие бонусы, плюсы, мы пока не существуем. И это сейчас ключевая задача, потому что цифровая экономика – это не только смартфон, это полностью цифровая промышленность, это совершенно другая логистика, это быстрое перемещение мелких партий грузов, которые от двери до двери, это развитие предпринимательства, в том числе очень, небольшого, когда каждый может быстро начать свое дело из того, что есть, что-то попробовать, а все сервисы, как то доставка, расчеты, связи с потребителями, поиск потребителей, ему предоставляют цифровые инструменты. Этого у нас пока еще очень мало, и это то, что предстоит в ближайшие годы сделать. Если вернуться к образованию, те регионы, которые уже прошли, поучаствовали в этой программе, можно ли сказать, что люди на местах уже готовы к таким изменениям? И если не готовы, то что нужно изменить, что требует кардинального изменения? 300 человек на регион, это, несмотря на то, что это такая грандиозная задача и очень сложно ее решать, и то, как нам приходится делать, все равно это не так много. Если посмотреть на общий объем госслужащих, госуправленцев. Поэтому мы как видим? Мы видим, есть регионы, которые более готовы. Для них это большое подспорье в том, что они могут посмотреть на эти 200-300 человек, выбрать из них 5-10, которых можно немного повысить по службе, куда-то перенаправить, дать им проекты в сфере цифровой трансформации, то есть укрепить свою команду. В других регионах команды только складываются, потому что, еще раз, особенность цифровой экономики
заключается в том, что нельзя назначить одно министерство ответственным. То есть, вот дайте сказать, Министерство цифрового развития отвечает за цифровую экономику. Так не получается, потому что есть цифровая трансформация в стройке, цифровая трансформация в транспорте, в образовании, в здравоохранении. Получается, что каждый министр, каждый замминистра и все ключевые сотрудники во всех ведомствах должны начать понимать, что такое цифровая экономика. И к этому еще предстоит большой путь, но мы искренне надеемся, что вот такие охваты, которых никогда не было, и то качество программы, которое мы даем сейчас, позволит создавать вот эту критическую массу, чтобы был такой внутренний кадровый резерв и внутреннее понимание, на кого можно опираться в этом. Ну, кроме того, что 85% жителей нашей республики пользуются смартфонами, можно ли еще какие-то положительные тенденции или, может быть, отрицательные тенденции в разрезе цифровой экономики отметить для нашего именно региона? Ну, ваш регион в целом, надо сказать, что вся наша команда, конечно, влюбилась просто в Якутию. Многие не были, я была здесь уже второй раз, и поэтому я вот, уезжая на Дальний Восток, взяла с собой фактически всю команду с тем, чтобы показать и, другие регионы, показать, как это на самом деле выглядит на местах. И, конечно, Якутия в целом считается одним из лидеров цифрового развития. У вас все равно достаточно хорошее проникновение интернета в это вкладывались. У вас есть действительно очень мощный IT-парк, из которого выходят за счет акселерации, за счет возможности действительно поиска своих ниш, значит, те, кто представляют и Россию на международной арене, в том числе в игровой сфере. Вот мы посмотрели, конечно, и вот способность якутов рисовать, заниматься 3D каким-то моделированием, возможность осваивать новое в этих сферах, это, конечно, действительно какое-то такое внутреннее свойство, которое здесь есть. Мы уже пошутили, может, из-за длинных полярных ночей, в смысле из-за того, что темно и холодно, и нужно заниматься чем-то в доме, может быть, так то, что два языка билингвы, может быть, это тоже сказывается. Но в этом плане то, что есть очень большая отзывчивость, действительно есть успехи, многие смотрят на Якутию в этом плане, и в том числе Якутия одна из первых республик, один из первых субъектов федерации, который пошел по механизму создания целой команды цифровой трансформации, распределенной в разных местах. У вас есть и Chief Data Officer, то есть человек, отвечающий за то, чтобы в республике начали связываться между собой разные данные, их качество госорганов, не госорганов. Те, кто отвечает за трансформацию процессов, это то, чтобы убирать, особенно внутри вся бюрократии, вот эти бесконечные повторные согласования, движение бумаг. Вот, в принципе, если это начнет получаться, по-хорошему всю систему госуправления ждет большая внутренняя трансформация. Поэтому надеюсь, что вы будете среди первых, кому это удастся. Ну и в завершении беседы, наверное, такой вопрос. Курсы закончились. Что ждете от их выпускников? От их выпускников мы надеемся, что вот каждый из них, вернувшись сегодня уже на работу, во-первых, расскажет про это, они получат доступ к онлайн-модулям еще нашим, они смогут пройти их сами, смогут рекомендовать коллегам. Я думаю, смогут рекомендовать материалы, которые сейчас уже открыты и есть. У нас есть доклад, который называется «Государство как платформа. Люди и технологии». Это краткое содержание примерно половины нашего курса. Он находится в открытом доступе, поэтому кому интересно почитать, чему учат чиновников, и про что вообще идет речь, и что такое цифровая экономика, и какие внутри управленческие механизмы. Вот можно скачать, почитать любой из разделов, он достаточно большой, но можно читать отдельные разделы. И это поможет сориентироваться вообще, о чем идет речь, куда происходит. Если мы добьемся того, что многие из чиновников начнут это осваивать, то есть мы хотим, это даст возможность действительно хорошо развиваться. Поэтому от наших выпускников мы ждем, что они перестанут думать, что цифровую экономику можно пережить, поймут, что для нас критично в ней оказаться игроками, а не только теми, кем пользуются другие игроки, и начнут искать у себя каждый день на рабочем месте возможности изменить свою работу к лучшему и помочь стране перейти в цифровую экономику. Мария Сергеевна, я благодарю вас за беседу и желаю вам успехов в вашей работе. Спасибо. Да, спасибо большое. Это была программа «Актуальное интервью» о цифровом образовании. Мы говорили сегодня с академическим директором Центра подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы, генеральным директором Центра перспективных управленческих решений Шклерук Марией. До встречи в эфире.